Добрый день, мои дорогие друзья! С вами юрист Тарас Илья Борисович, и в этом видео мы поговорим, что делать, если вы перевели деньги мошенникам на карты. Я буду отвечать на комментарии зрителей канала, то есть люди, которые уже пытаются вернуть деньги, и какие-то вопросы у них в ходе этого процесса возникают. То есть речь идет о взыскании через суд. Значит, вопрос номер первый. Если я перевел деньги на карту мошенника, но сам ввел все данные, могу ли я вообще что-то вернуть через суд? Значит, да, вы можете вернуть через суд, только через суд. Ну, часто можно заключить мировое соглашение, но оно тоже заключается в суде. То есть вы говорите, я сам ввел все данные. То есть мошенники диктовали, я так понимаю, вам номера карт, вы их вводили или там по номеру телефона через СБП, и вы совершали перевод добровольно, как вы говорите. На самом деле, добровольно вы этот перевод не совершали. Вы его совершали, потому что вас ввели в заблуждение. Отсюда рождается у нас статья Уголовного кодекса, которая как раз присуща вот этим вот неизвестным лицам, которые вас обманывали. Завладение чужим имуществом либо денежными средствами путем ввода в заблуждение либо злоупотребления доверием. То есть они вас ввели в заблуждение, поэтому вы перевели. Если бы вы знали, что это мошенничество изначально, вы бы никогда эти деньги не переводили. Поэтому да, вы можете смело идти обращаться в правоохранительные органы, возбуждать уголовное дело и самостоятельно, отдельным иском, отдельным производством подавать иск в суд и взыскивать деньги с кого? То есть это не мошенники, это получатели. Это немного разное. Но тем не менее эти деньги вы взыщете. В принципе, если это реально было мошенничество и все вот так, как написано, то у вас никаких проблем не будет. Вы эти деньги заберете. Второй вопрос. А если получатель обычный человек, не мошенник? Вот как раз таки это продолжение, наверное, вот этого первого комментария, на который я отвечал. Если получатель обычный человек, не мошенник, а просто дал свою карту за процент, это дроп или с него можно взыскать? Вот я на своем канале часто говорю дроп. Это такое понятие очень растяжимое. Дроп это любой, через кого провели деньги мошенники. Это с английского как бы используемый мошенниками. Я не знаю, как там было на самом деле. Кому-то прямо говорят, что это грязь и дают процент. Какого-то дропа, вот есть видео на канале, как на работу устраивают, не говоря, что это мошенничество. И просто через его карты проводят средства, оставляя дроп маленький процент, чтобы он не подозревал, что это мошенничество. Может, это было и так. А сейчас очень часто мошенники, почти во всех случаях, работают следующим образом. Они находят продавца криптовалюты. Вот криптовалюта для многих звучит здесь на канале, вот я просто читаю, как какая-то финансовая пирамида. Вас это как бы вообще не касается никак криптовалюта, кто переводил на карты. Но это предлог, почему у вас оказались карты человека какого-то. То есть этот человек в теме криптовалюты, к нему обратились за покупкой, взяли у него реквизиты, потому что как он продает криптовалюту? Получает деньги на свою карту, дает мошенникам, те, соответственно, копируют вам. Для вас это не дроп, для мошенников это дроп. Поэтому не так важно, дроп это или нет, вам важно, что есть карта, куда вы перевели средства. Развитие событий с той стороны, почему эти реквизиты оказались у мошенников, могут быть абсолютно разные. Это может быть и сам мошенник, такое может быть. Может быть, мы этого не можем отрицать. У вас есть карта, которая зарегистрирована на физлицо. Это физлицо вам должно деньги. Это ничем не отличается от того, что, например, если бы, не дай бог, конечно, вашу квартиру затопил сосед сверху. Вам не должен, ущерб не должна возмещать квартира. Потолок вам не должен возмещать ущерб. Вам должен возмещать ущерб либо собственник жилья, либо кто арендует и кто это сделал. Вот за кем установлена эта вина. Либо, может быть, она вообще ни за кем не установлена, тем не менее, все равно будет лицо, которое за это отвечает. Квартира, потолок – это как карта. То есть просто способ. А по факту есть там лицо ответственное. Вот в вашем случае также есть физлицо. Вот как я говорил при ответе на первый комментарий. Берем, пишем иск о взыскании неосновательного обогащения и подаем на это лицо. То есть он неосновательно обогатился. За что он получил деньги, его версия, это нас вообще не интересует. Мы с ним не знакомы,
он нам точно должен. Если есть какие-то проблемы с шаблонами, иск нужно написать, за вас его напечатать, пожалуйста, есть ссылка на телеграм-приемную, пишите туда, там мои коллеги помогут вам. Если нужно консультировать вас, будем консультировать. Если нужно взыскивать, будем взыскивать. У нас все есть, все полностью инструменты для этого. Я думаю, эти видео смотрят люди, которые давно, в принципе, знакомы с каналом, поэтому такой необходимости нету. Поэтому продолжаем дальше. Следующий комментарий. Банк говорит, вы сами все оплатили, претензий быть не может. Это значит, что дорога в суд закрыта? Скорее всего, значит, почему так говорит банк? Это как раз вытекает из разряда добровольный перевод. Вот банк говорит, претензий быть не может. Вы сами все оплатили. Потому что банк не хочет принимать тот факт, что это было мошенничество. По разным причинам. Более того, сейчас вообще есть одна очень веская, это крутая причина для вас. Вы можете, если банк совершал какие-то нарушения, которые требует центральный банк у обычных банков проводить проверку при совершении транзакции. Если вот банк не провел эту проверку и все равно сделал ваш перевод, то вам деньги должен возместить банк. Вам нужно, почему вам так говорит банк? Вы сами все оплатили. Вам нужно взять постановление о возбуждении уголовного дела у своего следователя и дать в банк. И тогда они никогда вам не скажут, вы сами все оплатили. Это подтверждается, что вас ввели в заблуждение. Хорошо. Но для чего нам, например, если бы банк сказал, да, действительно могут быть претензии, вы не добровольно оплатили. Что тогда? То есть для чего нам вообще нужно обращение в банк? Вот есть, если два варианта. Либо банк вам возмещает эти деньги, но это бывает редко при реальных каких-то там нарушениях, которые они совершили. Либо, например, вам деньги возвращает, извиняюсь, либо вам деньги возвращает получатель. И вот чтобы обратиться в суд на получателя, вам нужно получить от банка отказ. И вот как вы сформулировали, вы сами все оплатили, претензий быть не может, вам нужно просто письменно этот ответ, то есть не надо там уточнять, не надо носить постановление о возбуждении, вам оно как бы не нужно для тех целей, которые я пропагандирую. А я пропагандирую взыскание через суд. Поэтому вам нужно в письменном виде взять этот ответ, желательно там в электронном виде, PDF-файл, ну, чтобы письменно было написано, что мы ничем не можем вам помочь. И какая претензия у вас должна быть к банку? Либо вы, вот так надо сформулировать, тоже если нужен шаблон претензий, пишите нам. Должна быть такая претензия. Либо вы даете данные, на кого открыта карта, и мы обращаемся в суд, взыскиваем с него деньги. Либо мы обращаемся в суд с взысканием неосновательного обогащения непосредственно на банк. Потому что у нас нету разницы. Банк либо физлицо. Банк юридическое лицо, собственник карты физическое лицо. Только банк знает данные этого собственника карты. И на банк, и на физлицо можно подавать иски. Это лица, которые несут полностью ответственность, которая прописана в нашем случае там, в Гражданском кодексе. Вот, поэтому подаете иск в суд, берете вот этот вот отказ, и это как досудебная претензия, то есть обязательный порядок в суде. Вы не можете подавать иск сразу в суд, вы должны обратиться к ответчику со своими требованиями и получить от него отказ, либо бездействие, то есть вообще никакой ответ в установленный срок не должны получить. Но это ответ. Берете его, прикладываете к иску, описываете, что вот досудебный порядок соблюден, и подаете на банк. И там банк сразу же, он никогда не скажет в суде, когда там будет слово мошенники фигурировать, неосновательное обогащение, он никогда не скажет, что к вам нету претензий, вы сами все оплатили. Дадут данные легко, очень дадут данные на первом судебном заседании. Хотя в предыдущих роликах я освещал там вопрос, кто-то писал, что Ренессанс банк вообще никак не дает данные. То есть там у человека год идет производство в суде, а данные не предоставляет банк. Это и редкий исключительный случай. Чаще всего банк дает на первом судебном заседании данные получателя карты, и вы просто передаете дело на рассмотрение в тот суд или в те суды, если там много получателей, которые за это отвечают. Поэтому вам, наоборот, открыта дорога в суд. Значит, следующий вопрос.
У меня только фамилия, имя, отчество и номер карты, на которую ушли деньги. Этого достаточно, чтобы найти получателя и подать в суд. Этого недостаточно. Более того, скорее всего, вот вы сформулировали, как вам кажется, правильно, но это неправильно. У вас нету фамилии, имя, отчество. У вас есть фамилия и инициалы, либо, то есть не пишет банк никогда полностью фамилия, имя, отчество. Это редко бывает, вот у кого Райфайзенбанк, да, с Райфайзенбанка, когда переводят люди, у них там полностью написано фамилия, имя, отчество бывает. Вот. Если переводили по номеру карты, тем более у вас не будет даже инициалов. То есть, скорее всего, вы переводили по номеру телефона через систему быстрых платежей, и у вас есть какие-то данные, схожие с теми данными, которые, может быть, при просьбе осуществить перевод дали вам мошенники в чате. Вот они, например, написали вам номер телефона такой-то, переводи на ВТБ Петров Сергей Геннадьевич, например. И вы переводите, у вас там Петров С. И вы понимаете, что это одно и то же лицо, но этому можно доверять. То есть этих данных недостаточно, потому что есть гражданский кодекс, который требует, чтобы подать исковое заявление, для физлиц должен быть указан адрес и любой идентификатор. Это может быть СНИЛС, ИНН, либо паспортные данные. Вот у вас здесь нету адреса и нету идентификатора, паспортных данных. Поэтому либо делать, как в предыдущем комментарии, подавать в банк претензию с просьбой предоставить данные, получать отказ и подавать иск в суд, либо в нашем телеграм-канале есть инструкции, как делать розыск. Розыск данных. Это бот, который пробивает информацию. Можете воспользоваться им. Потому что если там не Иванов Иван Иванович, не прям вот такие распространенные фамилии, имя, отчество, то можно найти данные спокойно, проанализировав. То есть там может быть несколько адресов, но если вы проанализируете и будете смотреть источник, да, кто дает эту информацию, там какие-то заявки на кредит он оставлял, еще что-то, то есть это, скорее всего, достоверная будет информация. И там можно взять данные. Если нужно пробить данные, вы не можете, тоже можете обращаться, в этом плане поможем. Значит, следующий вопрос. То есть на предыдущий я ответил комментарий. То есть недостаточно просто фамилии, имя, отчество и номера карты. Более того, номера карты, скорее всего, у вас нету. Следующий вопрос. Есть ли реальный шанс вернуть деньги, если прошло уже больше 3 месяцев после перевода? Да, 3 месяца никак не меняют вероятность возврата, никак не влияют на вероятность возврата. То есть, если там деньги сразу не заблокированы, то неважно, сколько прошло времени. Здесь сроком исковой давности обычно бывает 3 года. Сейчас, кстати, срок исковой давности уже пересмотрен Верховным судом. Либо срок исковой давности — это срок, если это вытекает из уголовного преступления, а у вас у всех вытекает это из уголовного преступления, то срок исковой давности — это максимальный срок привлечения к ответственности по данной статье, там, мошенничество. Значит, 3 месяца. Шанс есть, нужно делать то же самое, что я говорил в предыдущих комментариях. Если вы не знаете вообще, что делать, смотрите на канале видео. Инструкция, как вернуть деньги, если перевел мошенникам 2025. Если смотрите это видео там позже, уже наступил 26 год, скорее всего, будет новая какая-то инструкция. Потому что законы постоянно меняются, какие-то нюансы нужно уточнять, и самую свежую информацию вы можете получить, вот, обращая внимание на год, в названии роликов на канале. Вот чем может вообще срок 3 месяца помешать? Ну вот бывает такое, что вы переводите деньги на карту мошенникам и там сразу же блокируют. Тогда они и через 3 месяца там будут лежать. То есть они точно не дропы, мошенники, арбитражники, там вот на кого пошли деньги, они точно не разблокируют. Если банк заблокировал, что какие документы они бы в банк не несли, блокировку им не снимут. Потом, если этого сразу не произошло, то вы должны знать, история каждой карты, на которую переводят деньги потерпевшие, или там, ну, аналогичные какие-то ситуации, частые переводы, всегда заканчиваются блокировкой с балансом. Он может быть маленький, 5000 рублей, может быть большой, 800 тысяч рублей. Никто этого не знает, то есть это как лотерея. У меня нету статистики, а какие случаи бывают чаще. И те, мне кажется, одинаково часто встречаются. Если сразу не прошло блокировки, то позже все равно, вот сейчас на данный момент эта карта уже заблокирована.
она не работает. И вы скажете, если она заблокирована, как, что мне тогда делать? А вам без разницы, заблокирована она или нет. Банковская карта всегда привязана к счету, и счет открыт на физическое лицо. Счет может быть закрыт, но физическое лицо все равно на тот момент имело счет, и оно ответственно перед вами. Поэтому, то есть вот эти вот, не обращайте внимания, все равно есть человек, который вам должен, грубо говоря. Просто подайте на него иск в суд. Я видел очень мало случаев, где такие суды проигрывают. Я видел случаи, что суд выигран, а деньги все равно не получены, потому что там какой-то бедолага. Но это редкость, потому что не бывает такого, что гоняют мошенники деньги через карты бомжей. Каждый бомж, он в связи с тем, что ведет такой образ жизни, он кинет этих мошенников первый. Туда только придут деньги, он сразу же или какой-то, ну вот, типа маргинал. Он сразу же мошенников кинет. И они знают это, они не рискуют, они находят какие-то надежные варианты. Вот купля-продажа криптовалюты. Для них это прям отличный вариант. Их никто никогда не кинет. Они получают деньги в криптовалюте. Их никто никогда, как считают они, там не найдет. Поэтому срок не важен. Вы можете откладывать каждый день подачу иска в суд, написание или пойти написать заявление в полицию и думать, что маловероятно, но что-то там получится. Там точно ничего не получится. Вот. И если будете откладывать подачу иска в суд, у вас уже будет 4 месяца и 5 месяцев. Для этого не допускайте. Бездействие с вашей стороны очень плохо, я очень часто это вижу. Дорогие друзья, основные такие комментарии, которые выписал, я рассмотрел. С вами был юрист Тарасов Илья Борисович. Если я нужен к вашим услугам, обращайтесь, пишите к нам в телеграм-приемную. И свои вопросы, новые какие-то комментарии, на которые я буду отвечать под этим видео. До свидания.